Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Alive. Продолжаем учитывать интересы телезрителей. И я выделила очень много людей, которые попросили расклад так или иначе на работу, бизнес, деньги. Вот смотрите, если оставлю сегодняшнее место работы, да, то какие последствия будут? Потом, значит, дальше смотрим. Хочется знать про работу, продвижение в рабочей сфере. Дальше. Расклады на тему финансов и дела, развития дела, бизнеса, профессии. Стоит ли этим заниматься? Следующее, значит, трудоустройство безработного. Будет ли переезд тут же, да? Дальше, значит, смотрим. Где-то тут видела. Вот, работа, финансы. Дальше, значит, выявление настоящих намерений. Вот профессии, какая подходит, какая более прибыльная, да. И вот, не знаю, как-то эти темы объединить в одну, наверное, невозможно, да. Вот работа, карьера, финансы. Добьюсь ли успехов в работе в этой должности? Что обо мне думает начальник, каким сотрудником считает. Тут же, значит, о новом рабочем коллективе. Тут же, значит... вот тут вот, да, какие успехи, достижения ждут в своем деле. Тут же деньги, тут же сменю ли профессию. Потом, значит, повышение в зарплате будет ли, или найти другую работу, пашу как лошадь без результата, да. Значит, дальше, спасибо за ваш канал, интересует тема, почему не удается заработать достаточное количество денег. Поиск сферы деятельности, где ты будешь успешен. Вот эти все расклады, на самом деле, я делала, конечно. Я делала, и делала их очень много. Дальнейшее развитие бизнеса, новое направление. Какие... это я уже смотрела, значит, все, значит, пришла, да, к концу. Вот, сам факт. Я много таких раскладов делала, то есть вот эти все поиски своей профессии, где ты будешь успешен, это все у меня есть, просто... И на канале Life, и на канале Гадания, заговоры, ритуалы Карины, и и на школе Таро Альвиен. То есть на всех 3 каналах эти все темы есть на самом деле. На школе Таро Альвиен есть плейлист «Работа, финансы», там суды, недвижимость. Вот. Вы можете там еще смотреть эти темы, потому что, видимо, люди не находят, не видят мои расклады. Причем делалось совсем все недавно, но... Раз попросили так много людей, разные расклады на работу, я их постепенно буду делать. Вот сегодня у нас просто расклад на работу. То есть вы работаете, да, и мы с вами сделаем 3 позиции. Просто, что вас беспокоит в работе, насколько вы владеете ситуацией, стоит ли советоваться с начальством, вызывает ли работа проблемы со здоровьем, произойдут ли какие-то перемены в работе в скором времени. Следует ли искать новую работу, общий итог. То есть вот это посмотрим. Естественно, в переменах, если будет стоять повышение дохода, мы это сразу же увидим, да. Или понижение, допустим. В работе может быть еще смена там условий, да, места пребывания и так далее. То есть мы это все посмотрим с вами. Вот, сегодня такая тема просто на вашу работу. Потом сделаем на бизнес расклад, конечно, здесь на Live. Вот, потому что такие узкие темы я, конечно, больше на Live выкладываю, да. Колода Таро «Танцы в темноте». Сегодня мы делали на нее обзор. После этого я сидела и долго-долго клеила, да. Клеила все эти, значит, наши голые тела, чтобы, не дай бог, меня не забанили. Потому что и так уже такое плачевное положение. Вот, хорошо, давайте перемешивать нашу колоду и, значит, выкладывать 3 позиции. Первая карта будет показывать сигнификатор вы в этой работе, да, то есть ваша работа для вас, вот как она выглядит для вас, каким арканом на самом деле. Текущее положение, да, то есть сегодня, как на вас эта работа влияет, как она для вас выглядит. А дальше уже будем, конечно, смотреть. Выкладываю 3 карты, 3 позиции наши. Так. 3 карты, 3 позиции. И камушки, да, камушки. Первая позиция вот такая яшма интересная, видите.
Вторая позиция. Ой, далматиновая яшма. Извиняюсь, что сбрякала. И третья позиция вот такая зеленая. Зеленая. Красная, далматиновая, зеленая. Вот. Выбираем расклад. Можно смотреть в любое время, когда вы его открыли. Помните об этом. Я надеюсь, что все знают, что мои расклады все актуальны в любое время, когда вы их смотрите для вас. И все выбрали. Надеюсь, те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код, начиная с первой позиции. Вот, кстати, заметила, так многие люди попросили расклады на работу, но их никто никогда не смотрит. Так, первый камушек у нас, да, первая яшма красная. Вот, и первая карта. Как для вас сейчас эта работа, то есть текущее положение в этой работе, да? Королева мечей. Вы знаете, карта показывает, что работа требует от вас дисциплины и собранности. И, возможно, на этой работе на вас влияет какая-то женщина, вот, или женская энергия, да, вот какая-то, но очень злая, острая, жесткая. Конечно, эта работа четкая какая-то, вот как будто бы вам нужно соблюдать много правил. Или, может быть, есть требовательный человек, который заставляет соблюдать правила даже на пустом месте. Холод идет, холод от этой карты, острота. И, соответственно, я понимаю, что, ну, королева мечей, значит действительно, вы воспринимаете работу как, ну, не для удовольствия. Вот нет в этой карте теплоты и удовольствия, да, нету. Есть дисциплина, есть жесткость, есть желание, там, не знаю, больше власти, что ли, иметь. Что угодно, но только не тепло и не любовь. Вот правда. Когда человек сухо, грубо, может быть, да, со всей ответственностью, но как бы вот без какой-то теплоты выполняет свои обязанности. Вообще, я считаю как, что человек разумный, да, человек разумный. Логики больше, трезвого мышления больше, чем какой-то интуиции на работе, и чем, допустим, там сердцем как-то решает человек вопросы. Нет, вы больше именно умом. Все ведение дела у вас более такое расчетливое. Бывает, человек ведет консультации по этой карте, а бывает, работает каким-нибудь врачом, юристом, бухгалтером, экономистом, налоговиком, полицейским, вот, или там, ну, как женщина, мужчина, это не важно. В любом случае какой-то специалист, как будто или начальница, да, или начальник. Вот. Часто по этой карте вы по работе должны давать советы или сдавать отчеты, например, заключать какие-то договоренности, документы подписывать. Вот. И могут быть проверки со стороны государственных структур. То есть в этом вся суть этой карты, да, что работа может быть такая, которую кто-то постоянно проверяет. Хорошо, давайте теперь будем смотреть дальше по схеме, да, по нашей. То есть для вас работа королева мечей, да, влияние такое, как холод, дисциплина. Что вас беспокоит в вашей работе? Что вас беспокоит в вашей работе? Пятерка кубков. В чем-то вы немножко, я бы сказала, разочарованы. Причем на самом деле у вас остаются 2 целых кубка, но вы их просто не видите, вы отворачиваетесь на сегодняшний день от своих собственных возможностей из-за вот этого вот тотального какого-то разочарования. На самом деле вы могли бы это разочарование давно уже побороть и оставить, но вы на нем фиксируетесь. Что-то вас опечалило, или кто-то разочаровал в работе, или сама работа уже разочаровала, да, и вы вот на этом настолько сфокусировались, что у вас как будто траур на этой работе. Может, какая-то вымотанность, что ли. Вам кажется, что у вас проблемы, как провалы, может быть, вам мало платят, или вы мало зарабатываете. Также иногда человек остается один на работе, особенно по королеве мечей, и, допустим, больше нет партнера, сотрудника, соратника, того, кто поддерживал. Естественно, из-за этого вы переживаете. Могут быть какие-то неудачные попытки перестройки или перейти на следующую должность, повыситься.
И также, может быть, вы хотите уволиться или вас хотят уволить. То есть вот по 5 кубков это вас очень сильно беспокоит. Владеете ли вы ситуацией? Смотрите-ка, падает карта, сама выскочила. Колесо фортуны. А у вас какая-то перемена. Вы знаете, вот просто так не бывает, чтобы карта еще и колесо упало. То есть что-то по судьбе, вот какая-то грядет перемена в этой работе. Все перевернется скоро с ног на голову. И вы будете, наверное, очень удивлены чему-то. Очень удивлены. Хорошо, давайте смотреть. Владеете ли вы ситуацией на работе? Насколько вы вообще владеете ситуацией? Идет император. Вот если вы мужчина по этой карте, то вы владеете ситуацией, да? Если же женщина, какой-то мужчина владеет ситуацией или человек с мужской энергией. Понимаете, по сути, карта твердая, да, твердая. Она говорит о том, что вам может помочь мужчина, чтобы вы владели ситуацией и взять ее в свои руки, либо это вы так владеете, ну правда. То есть ситуация полностью, целиком и полностью должна быть в ваших руках, да, или вот в руках какого-то мужчины. Я считаю, что император — это очень надежная карта, которая говорит о том, что влияние действительно есть, причем стабильное. Можно все хорошо организовать, можно даже стать начальником или с помощью мужчины, да, подняться. Что можно попросить помощи у мужчины, если вы сами не мужчина. Но в любом случае эта карта говорит о том, что можно получить с этой работы все плюшки, какие только есть. Понимаете? Вот все можно получить с этой работы. Вы просто не так смотрите как-то на эту работу. Может, вас кто-то обидел, например. Может быть такое. Стоит ли вам посоветоваться с начальством? Вообще там поговорить о чем-то в скором времени? Опять королева жезлов. Вот я здесь вижу, что как будто у вас начальник как женщина, ну, допустим, или какая-то есть властная женщина на работе, которая вот влияет на начальство и на вас в том числе. Стоит ли вам советоваться с начальством? Королева жезлов говорит о том, что да, стоит разговаривать с начальством, доносить, так скажем, то, что вы хотите, информацию до них доносить все равно, что вам что-то важно, что вам что-то нужно. Но разговор нужен именно с женщиной, которая, видимо, и на мужской состав хорошо влияет так сильно, да, и на вас влияет. Вот. Вообще есть такая мудрость, да, вот в этой карте, и она всегда показывает, что лучше проявляй инициативу, лучше говори, чем молчать будешь, да. Я еще считаю, что нужно именно сотрудничать, если вдруг у вас начальница женщина или какая-то женщина влияет на начальство, то есть именно с ней нужно сотрудничать. Также даже карта показывает события, связанные с начальницей, поэтому могу точно сказать, что с ней нужно выходить на диалог. Вот прям на 100% могу это сказать. Да и вообще королева жезлов как перспектива даже падает, что если вы поговорите с начальством, это вам очень сильно в жизни как-то поможет, да? Хорошо, вызывает ли ваша работа проблемы со здоровьем? Башня. 100% да. Эта работа вызывает проблемы со здоровьем. Да, еще раз да. Причем очень разрушительное влияние. Вот. Я как считаю, что если башня выпала, тут не о чем думать. Здесь нужно что-то решать. Если вы беспокоитесь о здоровье, если вы считаете, что вам лучше бы найти, допустим, работу, которая не портит так здоровье, то я на вашей стороне, конечно. Да, эта работа вас вытрепывает, да, или нервы вам вытрепывает, или погружает в такое как-то состояние психосоматическое, допустим, что вы начинаете больше болеть. Там даже бывает больше простывать, человек начинает инфекции хватать, понижается иммунитет от негативных эмоций, да. Но бывает и на работе есть вредные вещества или вредные факторы производства.
И если у вас такая работа, бегите с нее, ваша жизнь дороже. Вы скажете, а деньги, а как, на что я буду жить? Ну ведь можно найти другую работу. Если мы четко видим здесь, что работа влияет на здоровье, морально, не морально, ну, так бежать надо. Да, в ней есть какие-то перспективы, но она уже вас разочаровывает. И я вижу здесь большую проблему. Самую главную, она влияет на здоровье. Произойдут ли вскоре перемены на работе? Произойдут ли вскоре перемены на работе? И у нас тут карта мир. Мир говорит о том, что да, однозначно будут кардинальные перемены на работе. Прям конкретные перемены. И ну, поэтому колесо фортуны-то и выпало, да? Что на работе будет что-то вот как, ну, не знаю, большая перестройка, может быть перемена места работы. То есть, ну, допустим, переехало это место куда-то, да, это вот фирма взяла, переехала. Потом, значит, полностью перекомпоновка кадров, сокращение, замена сотрудников, замена состава сотрудников, группы людей и так далее. То есть вот это все может, ну, вот быть на работе у вас в скором времени совершенно. Вообще, я бы как сказала, что мир — это хорошие перемены, а не плохие. И учитывая колесо, могут быть сильные перемены, допустим, сотрудничество с иностранцами, переезд в другое место, смена адреса, да, или перемена даже деятельности, вот, но в лучшую сторону. Прям разворот идет на 180 градусов у этой работы. Если даже это какое-то государственное учреждение, еще что-то, там будут конкретные перемены, трансформация, как сказать, перемена статуса или еще что-то. Перемена руководства, например. Мир также говорит, да, о перспективах и повышении дохода, конечно, для вас. Но если работа влияет на здоровье, какой в этом смысл? Следует ли вам искать новую работу? Отшельник. Отшельник говорит, что пока не стоит, потому что вам надо чего-то подождать. То есть, смотрите, я вам сказала, бегите с нее, она влияет на здоровье, а события сами развернутся, что вы поменяете, скорее всего, что-то поменяется, да, и вам нужно посмотреть, а что будет меняться по отшельнику, вот так. Но только если это не вызывает самые большие катастрофы какие-то у вас в жизни, то есть вам нужно уже оценивать самому или самой вот это влияние на здоровье, да. Если просто нервы трепет, это одно, а если уже, извините, там до отравления, это другое, да. Но скоро будут именно кардинальные перемены, которые, да, вот если вы отшельник, он может показывать, отправляйся в путь, одинокий путь, да, то есть ни с кем не советую, сделай в одиночку, что поиск работы, а может показывать, подожди, то есть умение ожидать, быть пассивным. И вот мы не знаем, вот если, допустим, у вас очень сильное влияние на здоровье, такое как отравление, да, то нужно, конечно, отправляться в путь. А если вы просто психуете, не нервничайте, да, а просто тихо подождите вот этого разворота всей ситуации. Вот. Хорошо, и итог, да, общий итог. Императрица, как бы очень сильно влияние какой-то женщины здесь, очень сильно. Кардинальное влияние женщины, и причем она вам в чем-то может помочь, влияние именно в лучшую сторону. Обращайтесь к женщине, с ней общайтесь, именно там, да, по улучшению условий труда, работы и так далее. И если у вас какие-то действительно есть внутренние разочарования, поговорите, да, если вы хотите повышения дохода, поговорите, что вас не устраивает, но не молчать, вот. А если вот именно хотите дождаться перемен, то тогда заручитесь ее поддержкой, дружите, но молча ждите. Вот. Но я бы вообще обо всем поговорила, если есть какой-то человек, женщина, которая тут на что-то влияет. Вот так могу сказать. Я бы на вашем месте об этом по душам поговорила, подружилась, стала с ней сотрудничать. Вот. И заручилась поддержкой императора, конечно. Ну, такой интересный ответ получился. Народу тут много. Тут у нас 3 женские фигуры и 1 мужская. Поэтому я считаю, тут есть где развернуться, но очень нужно внимательно оценивать влияние на здоровье.
Кстати, по башне могут быть на работе даже от врагов сотрудниц или сотрудников порчи. Поэтому тоже внимательно. Не дарят ли вам что-то, не подбрасывают ли вещи, не шепчут ли что-то, или есть ли враг какой-то кардинальный. Будьте внимательны. Ну, вот такой ответ по первой позиции у нас. Видите, как я заклеила карты Таро, чтобы они голышню не показывали. Вот так вот. Пришлось. Ну, видите? Теперь они одетые, падающие одетые люди. Так, идем дальше. Расклад работа. Другие каналы мои плохо видят, да, и вот поэтому я еще раз и еще делаю такие расклады, но их полно у меня. Так, далматиновая яшма, первая карта, ваше текущее место работы, влияние на вас, да, и вот как вот какой аркан выпадет, да, как сигнификатор вашей работы для вас сегодня. Это карта суд. Суд — это момент, что высшие силы взялись за вашу работу. Момент возрождения, восстановления, я не знаю, подъема какого-то, подъема. Был, значит, до этого момента отчаяния. Вот. И вы как будто вещаете перед людьми. Или можете вещать перед людьми, ну, допустим, стать там, не знаю, руководителем отдела, бригадиром или еще кем-то таким. Или заниматься социальной жизнью предприятия, или влиять на публику, на массы, даже если это какая-то творческая работа или в средствах массовой информации, или там как актер, актриса, да, ну, пусть мы тут видим прям как, не знаю, как выступление какое-то, согласитесь, вот толпа стоит, и есть одна основная фигура, и также это, да, момент подъема, да, возрождения, что мы все равны перед Богом, вот. И что если высшие силы взялись, то, мол, они помогают сейчас вам в работе. Вот так. То есть именно об этом тут идет речь, о возрождении, восстановлении каком-то, вот такое вот. Хорошо. Что вас беспокоит в вашей работе? Ой, неправильно, извиняюсь, опять колоду перевернула. Шут. Шут всегда говорит о том, что вас беспокоит, будут ли у вас какие-то, допустим, ну, не знаю, новые идеи, да, нововведения, стоит ли рисковать, применить ли какие-то свои креативные идеи в работе или не стоит внедрять, будет ли новый путь, будет ли обновление в работе, какое-то новое начало очень может беспокоить и так далее. То есть вообще сам по себе шут всегда говорит о новых идеях, креативности, творчестве в работе. И это вас больше всего беспокоит. Буду ли я свободен в этой работе, да, или свободна? Могу ли я творить так, как мне это надо, да? Также, может быть, вы хотели бы начать какую-то новую работу, начать незнакомую деятельность, чему-то поучиться. Беспокойтесь, надо или не надо, вот так вот, да? Боюсь рискнуть. Вот. Потом, может быть, отправиться с работы во фриланс вообще. Или вы занимаетесь уже фрилансом, вас беспокоит, да? Стоит ли мне заниматься фрилансом или уже идти на какую-то работу? Вот. Иногда шут означает поиски себя в этой работе или поиски самой по себе работы. Вот. И вас это беспокоит. Беспокоит вот окрыленность вот это, да, и как я могу стать лучше, творить, обновиться, быть ярким, показать свой танец. Владеете ли вы ситуацией сейчас? Колесница. Ну, колесничий, он управляет колесницей и знает, куда ее направлять. Да, конечно, владеете ситуацией. Могу дать гарантию, что владеете ситуацией. Бразды, так скажем, правления в руках у вас, да, и управления своей деятельностью у вас вожжи, да, в эти поводья в руках. И я считаю, что, конечно, вы владеете ситуацией по этой карте. У нас есть колесничий генерал. Он ведет колесницу свою к победе. И, ну, как говорится, назад даже дороги нет. Зачем ему отступать? Вы победитель по жизни. И вам нужно довести ваше дело до конца. У вас уже 3 старших аркана. Это значит, что данная работа явно влияет на вашу жизнь, на вашу судьбу и имеет
ну, большую важность вообще в вашей судьбе. Вы скорее на этой работе исполняете свое предназначение в любом случае, поэтому ну, вам нужно просто брать и идти вперед. И, конечно, вы управляете. Конечно, у вас в руках вся эта ситуация. Только от вас все, по сути, и зависит, не от кого-то еще. Ну, от вас и от высших сил, конечно. Будет ли Бог на вашей стороне, да, вот в чем вопрос. Ну, будет, учитывая, что он уже вот ангела послал, и ангел трубит, восстань, да, возродись, и все будет хорошо у тебя. Здесь как будто выпало даже покровительство, а еще и 2 старших аркана других, поэтому я считаю, здесь да, здесь очень такое какое-то хорошее место или ваше занятие по жизни, что ваша миссия исполняется на этой работе. Стоит ли вам посоветоваться с начальством, если оно вообще у вас есть? Ну или с собой, как начальник. Нет, 4 мечей либо говорит об отсутствии начальства как такового, либо о том, что не надо ни с кем советоваться. А вот на этой карте есть момент, ну вот что я сдвинула, я же перфекционист, ну как же можно так? Смотрите, на этой карте есть момент исповеди. То есть вот эта фреска, она всегда показывает момент обращения к Богу, исповеди. И, возможно, перед начальством нужно в чем-то исповедоваться, либо, если у вас нет начальства, исповедоваться перед, ну, теми, кто, с кем вы работаете, там, клиенты, публика, да, кто угодно, там, контракты, с кем вы там в контрактах, да, как сотрудничаете, партнерство, да, партнеры. То есть вам нужен момент исповеди, вот так. О чем-то исповедоваться, что на душе наболело. Это да. А именно разговор как таковой, вот стоит ли посоветоваться с начальством, слово «советоваться» тут не подходит. Исповедоваться — это не советоваться, это о чем-то выговориться, да. Советы нет, они вам не дадут, если даже у вас есть начальство. Вызывает ли ваша работа проблемы со здоровьем? 9 мечей, она вызывает у вас грусть, печаль, тоску, да? То есть это какие-то надуманные совершенно проблемы. Самих проблем со здоровьем, скорее всего, нет. Проблемы с головой вызывает. С нервами, да, с нервами. Бессонницы может вызывать, страхи, надуманные всякие штуки, типа там накручивание, да, себя. Что вот, у меня там то не получается, это не так. Надо гордиться собой, вот тогда у вас нервы все будут в порядке, а вы не гордитесь, вы себя принижаете в работе, хотя у вас 3 старших аркана таких крутых выпало. Но вы себя принижаете, нервы портятся, вы себе портите настроение, думаете, наверное, что уже должны быть на высоте, да, может оно не совсем так, или оно даже так, но вы решили думать иначе. И все, и вот вся вот вы как в затык такой попадаете, да. То есть именно у вас, вот как, проблема с головой, я это больше всего говорю, так, правильно говорю абсолютно, что у человека здесь работа вызывает проблемы с головой. Но не до того, что он там сошел с ума или еще что-то, нет, а вот именно, что он такой вот, знаете, вот этот, как параноик или ипохондрик, вот. Вам кажется, что у вас сложности, неприятности в работе или в бизнесе, понимаете? Вы их накручиваете, но это неадекватная оценка положения абсолютно. То есть вы нагнетаете. Может, вы попали в какой-то информационный хаос, потому что есть такие люди, которым просто могли что-то наговорить, или они новости там начитались, и они думают, вот, все будет плохо, но это не так. Это, ну, 100% не так, вы просто это придумали. Хорошо. Произойдут ли вскоре перемены на работе? Перемены, давайте смотреть. У нас, значит, 10 мечей. Перемены произойдут. Вы подходите к какой-то точке обрыва. Точно, совершенно. И вот как, либо туда, либо сюда. Окончание периода какого-то в работе. Окончание некой истории. Может, вы бросите эту работу, потому что у вас вызывает негативные эмоции, да? Потому что вы из-за этой работы психуете. Вы можете раз и взять и бросить, да?
Десятка мечей. Ну, может, вам нужно пережить этот период, просто что вы бросите, не хочу этим заниматься, да, критическая ситуация. Именно идут перемены. Вот, именно перемены. И вы можете бросить, да. Либо бросить одну деятельность, начать другую, то есть на этой же самой работе. Бросаете одну историю, начинаете другую историю. Давайте посмотрим, к чему это точно относится и к чему это точно не относится. К чему это точно относится? К повешенному. К чему это точно не относится? К пятерке мечей. Бороться вы не стали, а решили уйти, да. Жертв, мол, слишком много у меня ради этой работы. Схватились за голову, я больше ничего не хочу. И до свидания. Хотя вы были успешны. Видите как? Ну, вы все можете изменить, не зря эти карты вам про это говорят. То есть ваше решение, конечно, это же в ваших руках. Вы можете его поменять. Мы же сейчас анализируем дальше. Вот следует ли вам искать другую работу, новую работу. Здесь у нас выпал паж мечей. Следует ли вам искать другую работу? Вам следует сначала все изучить, правильно? Поинтересоваться чем-то, сходить на разведку. Чему-то поучиться новому, интересному, а уж потом бросать свою работу. Но действительно у вас есть на это возможности бросить работу, да, и пойти на другую. Действительно есть. Может быть, вас работа уже морально так вытрепала, что вы просто больше не можете там работать. Может, она вот морально именно вас изводит, вот, хотя вы успешная. И мое мнение, что если это так, по девятке мечей, что вы из-за этой работы не спите там, да, и нервничаете, ну, правда, тогда надо по пажу мечей собирать информацию, анализировать и идти работать с документами или в какой-то мелкий бизнес. У вас идет конфликт, внутренний или внешний конфликт на работе, да, и, соответственно, все вот вы... Хотя вы могли бы добиться любых целей. Вот так. Вы сильный на самом деле человек, вы могли бы. Общий итог. Дьявол говорит о том, что вами владеет в этой работе какая-то темная сила, она вас поработила. Не вы владеете, так скажем, работой, работа владеет вами, да? Поэтому вы хотите освободиться от оков дьявола. Может быть, кто-то посылает вам на работе негатив, потому что вы лидер, вы владеете ситуацией, вам все время высшие силы приходят на выручку, да, возрождение посылают, вот. Но у вас идет творческий затык, раз вас беспокоят новые идеи, да, или вас беспокоит, а не уйти ли мне на новое место, и вот уже вы тут как будто собрались. Поэтому дьявол говорит о том, что есть момент, что может быть порча действительно на этой работе на вас, или кто-то насылает злые силы, есть враги, есть конкуренты, и действительно работа в чем-то вас поработила, и может быть и правда надо тогда пойти, попробовать сменить обстановку, что ли. Хотя я чувствую, что вы сильны в ней, в этой работе, но что-то вас уже вытрепало. Может, у вас профессиональное выгорание случилось. Плюс добавляют враги огня, и все, и вот вы... я уйду лучше, уйду, и все. Вы сами это... Вы уже точно, вы собрались, все. Я уверена в этом. Но если вы захотите остаться, варианты есть. Я сразу говорю, варианты есть, потому что высшие силы здесь на вашей стороне. Вот так. Такой интересный второй расклад. Противоречивый. А мы идем дальше. Теперь третий расклад. У нас третий расклад. Яшма зеленая. Первая карта. Ну вот влияние этой работы сейчас на вас. Вы в этой работе, да, или она в вашей жизни. Вот каким арканом обозначат высшие силы. Семерка кубков. Запутался человек. От слова «совсем», да? От слова «совсем». Да, вы запутались. Семерка кубков говорит о неких иллюзиях в работе, о том, что ты не знаешь, куда тебе дальше, что тебе делать, ты не знаешь, как тебе быть, как поступить. То есть полная путаница идет, да? Также семерка кубков может показывать творческую работу, фантазии, когда человек должен работать с помощью своей фантазии. Например, он художник или писатель. Или поэт, например, да, или еще кто-то статьи пишет.
Вот. Вообще, если ни то, ни сё, никаких художеств или эзотерики хотя бы, то могу сказать, что вы нереально смотрите ни на бизнес свой, ни на работу. И много всяких ложных каких-то убеждений. Или идут ложные предложения, вас кто-то пытается обмануть, сдурить вам голову, да. Может, на этой работе совершаются фиктивные сделки, или вас уже облапошили, допустим, если вы бухгалтер, вас уже подставили. Также, ну, если это творческая деятельность, то это что угодно может быть, реклама и шоу-бизнес, тогда вот нужно все время креативить, все время что-то придумывать, все время какие-то генерировать идеи, и, конечно, это озадачивает. Так, что я сегодня придумаю, да? Вот такая работа. Что же я сегодня придумаю? Хорошо. Что вас беспокоит в вашей работе? Жрица. Ну, опять же, да, если вы связаны с эзотерикой, если вы связаны с творчеством, с чем-то таким интересным, или там шоу-бизнесом, с написанием статей и все такое, то жрица говорит, это глубинное изучение. То есть, что вас беспокоит? Что очень много изучать нужно. Вот, до самого дна хочется дойти. Хочется некого даже как одиночества, да, и сосредоточенности. Может, люди вас редко оставляют в одиночестве, это тоже беспокоить может. Вот. Также может женщина беспокоить в работе, особенно если вы с творчеством или с эзотерикой по работе не связаны, да, то тогда женщина может, жрица — это женщина, которая на вас магичит, колдует, является для вас врагом, конкурентом, скрытная женщина. Она может вас беспокоить именно, что вы чувствуете от нее некую угрозу, именно скрытую угрозу, которую она не показывает. Владеете ли вы ситуацией? Давайте посмотрим. 6 кубков. В какой-то мере, особенно если вы любезны, если вы хорошо с людьми обращаетесь, то вы будете владеть ситуацией в любом случае. Только добро может решить здесь. Но часто вы оглядываетесь в прошлое, да, и оно вам чуть-чуть мешает, наверное. Вы можете быть сентиментальным человеком, без лидерских качеств, и тогда это будет мешать. Тогда вы не владеете ситуацией. Если же вы просто любезны, если вы просто можете кому-то сделать что-то хорошее, приятное, сказать доброе слово, это в любом случае даст вам возможность владеть ситуацией. Стоит ли вам посоветоваться с начальством, поговорить? Вышла 5 жезлов. Стоит поругаться с вашим начальством. Вообще, любые разговоры, конечно, вызовут только скандал. Готовы ли вы к этому скандалу? Вот в чем вопрос. Если готовы, скандальте, потому что вам чего-то не хватает, да, вас что-то озадачивает. И они должны, если у вас есть начальство, должны дать вам конкретику. А вот если начальства у вас нет, если его у вас просто даже нет, то, конечно, разговаривать не с кем, да, и нужно все спорные вопросы решать самостоятельно. А у вас пороха в пороховницах явно не хватает. Вообще из любого здесь разговора с начальством явно выходит конфликт, и это значит, что они очень много перед вами виноваты, потому что иначе бы и конфликта этого никакого не было, что там было бы делить, да. Тут только ругаться. Вызывает ли работа ваши проблемы со здоровьем? Смерть. Ну, тут не просто проблемы. Тут у вас уже вся энергия высосана с этой работы. Уходит вниз вся энергия в мир мертвых, как говорят, да. На вас действительно может быть порча в связи с этой работой, к сожалению. Поэтому может все и не клеится, потому что есть кто-то, как враг какой-то на работе. Да, у вас есть скрытое влияние магическое. И если его точно нет, вы сейчас можете написать, его точно нет, тогда я могу сказать, что колоссальное влияние на здоровье идет от этой работы. Например, ядовитые вещества. И хуже. Там, не знаю, радиация, например. Ой. Работа по усилиям не соответствует оплате. То есть, ну, человек понимает, что работает, а получает копейки. Как вчера смотрела фильм ночью уже, после всей своей работы.
комедия «Отчаянные мошенницы» или что-то типа «Отпетые мошенницы». Что такое? Там две женщины, американки, купонами начали торговать. Перед этим они, чтобы украсть купоны, поехали в Мексику, в Чихуахуа. Так еще смешно. Чихуахуа. Это, оказывается, есть такой район в Мексике, что ли, или город. И они приехали, там мужчину нашли, который им эти купоны продаст и будет пересылать в Америку, в США, вернее. И он зарабатывал $2 в час. Они сказали, ну это ужасно, просто ужасно. Тебя используют, ты как раб. И я даже была в шоке от того, как мало он получал. Вот тут то же самое. Как будто вы раб на этой работе, и вы очень мало получаете по сравнению с тем, что вы делаете. Задумайтесь над этим. Где-то есть обязательно место, где вы будете выполнять столько же, но получать в несколько раз больше. Произойдут ли вскоре перемены в работе? 6 пентаклей. Могут что-то дать. Вот так могу сказать. Могут поднять вам доход чуть-чуть. Почему? Тут прям с барского плеча видно, что чуть-чуть. Но чтобы вас простимулировать и чтобы вы никуда не ушли. То есть да, на этой работе поднимут доход. Причем очень скоро. Следует ли вам искать другую работу? Очевидный вопрос. Звезда говорит, что вам нужно искать работу в другом городе или в другой стране. Иначе никак. В этом городе, где вы живете, может быть, нет для вас той работы, которую вас бы оценили, где по достоинству, да? Ну, либо понять, что вы должны заниматься творческой профессией или пойти куда-то там в киноиндустрию, в СМИ и так далее. То есть звезда и об этом говорит. Либо работать в интернете, работать на себя, как угодно, но не на такой работе. Общий итог – умеренность. Чуть-чуть нужно подождать, не рубить с плеча, подумать, поискать себе другое место или другую нишу и действовать потом. Действовать, уходить и так далее. То есть вот такой вывод у нас. Также вам нужно подумать о своих нервах, о здоровье. 13-й аркан всегда говорит о том, что нужно подумать о нервах, потому что часто показывает как сигнификатор здоровья сбой по нервной системе. Вот, поэтому о нервах, о здоровье подумать по умеренности, исцелиться, отдохнуть, может быть, взять отпуск и так далее. То есть, если хотите увольняться, возьмите отпуск и подумайте. Неплохой вариант. Или поищите во время отпуска себе работу. Вот и все. Только не выбирайте все дни отпуска, чтобы у вас были еще отпускные при расчете. Или если можно, допустим, знаете, оставлять себе отпуск, чтобы при увольнении не отрабатывать 2 недели, а взять их отпуском. Тоже вариант. Ну, вот такой вот расклад. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.